Здравствуйте, это новости на Якутии-24 в прямом эфире. В студии работает Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. Борьба с ковид. Минздрав направил группу врачей в Москву изучать работу инфекционных отделений для лечения больных с коронавирусом. Обилимпикс 2020 подведены итоги 6-го национального чемпионата по профмастерству среди инвалидов. С каким успехом выступили якутяне. Распоряжение подписано главой. Официально чемпионаты первенства России по кикбоксингу впервые пройдут в Якутске. Всего 23 нарушения противоэпидемиологических норм выявили в ходе проверок в столице республики с 30 ноября по 2 декабря. Административная комиссия Якутска проверила всего 204 объекта торговли, маршрутных автобусов и фитнес-центров. Кроме этого, провели 10 профилактических бесед. Обслуживание клиентов, покупателей без защитных масок строго сейчас запрещено. Также владельцы и администраторы торговых объектов обязаны не допускать массового скопления людей и обеспечить допуск покупателей в торговые залы, исходя из требования не более одного покупателя на 4 квадратных метра торговой площади. Порядка 60% якутян, заболевших коронавирусом, выздоровели и проходят необходимую реабилитацию. Достаточно плотно в этом направлении работают в Мегино-Кангаласском районе санаторий «Абырал», имеющий подразделение в Якутске. Начинают отрабатывать реабилитационную программу и РБ-3. Также завершается подготовка по открытию реабилитационных коек на базе дневного стационара в Нюрбинском районе. Ранее наш телеканал передавал, что за сутки в республике выявлено 215 новых случаев коронавируса. Тем временем Якутия ожидает партию из 200 доз вакцины от коронавируса на следующей неделе. Минздрав республики направил группу врачей в Москву изучать работу инфекционных отделений для лечения больных с коронавирусом. Специалисты из разных районных центров республики в течение недели знакомились с самыми последними передовыми методами борьбы с коронавирусом в Москве. Репортаж нашего корреспондента из столицы страны Максима Кардозу. Группе якутских врачей удалось побывать в самых главных медицинских центрах, которые специализируются сегодня на лечении пациентов с коронавирусом. Это и всем известная больница в Коммунарке, Институт Склифосовского, временно размещенные госпиталя на территории спортплощадок. В каждой локации московские специалисты старались поделиться своим опытом и узнать о работе якутских врачей. Резюме абсолютно положительное. Коллег из Якутска, они знают все препараты, которыми пользуемся мы. Они используют их абсолютно правильно, с пониманием, по показаниям, подтверждают эффективность тех или иных лекарств, методов. И мы, собственно, с ними говорили в унисон. Эксперты отмечают, в лечении пациентов с коронавирусом важны любые детали, и диагностика должна проводиться очень внимательно, причем на протяжении всего периода лечения. Ощущения пациента в этом очень важны. Становится лучше. Не становится лучше, состояние остается без динамики или становится хуже. В чем хуже? Есть ли признаки интоксикации, есть ли ломота в теле, головная боль. Вот эти моменты, знаете, порой очень тонкие моменты, на которые нам приходится ориентироваться в выборе правильной тактики лечения. Также врачи рекомендуют не пренебрегать мерами личной безопасности, носить маски, перчатки, пользоваться санитайзерами и при недомогании не заниматься самолечением, а обращаться к специалистам. Доктора напоминают, один из главных симптомов коронавирусной инфекции – это потеря обоняния, даже частичная. Максим Кардозу, Джур Березкин, Москва. К другим темам подведены итоги 6-го национального чемпионата по профмастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Обилимпикс 2020». Финал чемпионата прошел в конце ноября в городах Якутск и Нерюнгри. По 77 компетенциям в 3 возрастных категориях приняли участие победители региональных чемпионатов из 81 субъекта страны. Из Якутии в 18 компетенциях принял участие 21 человек. По итогам соревнований наша республика выиграла 9 медалей, из которых 1 золотая, 3 серебряные, 5 бронзовых. Таким образом, вошла в первую десятку медального зачета.
Значение проведения чемпионата очень огромное для нашей республики. Это повышение мастерства людей, это самореализация наших людей с ограниченными возможностями, чтобы они в последующем стали уверенными людьми, нашли свое место, нашли свое любимое дело, занятие, открыли свой бизнес и были успешными людьми. В Нюрбинском районе проводят чипирование домашних животных. На сегодняшний день в районе более 12 тысяч голов крупного рогатого скота. Из них чипированием охвачено 60%. Также чипируют 22% от общего числа собак. Маркировка домашних животных является обязательной процедурой. Новая система примечательна тем, что она международная и имеет свою цифровую базу, получить доступ к которой может любое управление ветеринарией. Ну, породистым, мелким собакам мы ушко не колем, вот это. А которые крупные собаки бегают, мы им ушки прокалываем, вот этой штукой. Если это бегает, это уже собака чипированная будет. Уже. То есть бездомных тоже чипируют? Да, бездомных тоже. У нас есть волонтеры, которые вот берутся и кастрируют, и стерилизуют, и чипируют. На их имя они чипируют. Пока у нас питомников нету, из-за этого они только на свое имя чипируют и отпускают их. Вот сейчас слух пошел насчет налога, и очень много брошенных стало, и мало начали люди брать себе людей. Вот, и я сама занимаюсь тоже пристройством в этом году, вот некоторых пристроила щенков, а вот некоторые нет. Даже вот сейчас щенок есть стерилизован, вакцинирован, чипирован. Нет, пока желающих нет, никто не берет еще так же. В апреле этого года исполнилось 85 лет со дня рождения известного в республике Алан-Хасута Афанасия Соловьева. К этой дате его семья мечтала открыть музей, который создан собственными силами. Но из-за пандемии планы пришлось отменить. Тем не менее, сейчас музей уже практически готов встречать гостей. Из Алекминска сюжет Елены Фаст. 2 года назад семья Афанасия Егоровича Соловьева, старший сын и его супруга, задумали создать музей. Идея воплотилась. В прошлом году, буквально вот в ноябре, я конкретно поняла, что надо создать музей в честь к юбилею. Вот в апреле был юбилей Афанасия Егоровича, 85 лет исполнилось. Вот создать вот именно к этому юбилею в апреле. Ну вот пандемия помешала. Здесь собраны уникальнейшие материалы, рукописи творчества знаменитого Алан-Хасута, который не только исполнял Аланхо, но и сам творил их. Это один из последних Алан-Хасутов, скажем, Якутии, который носил имя, высокое имя Ие Аланхохот. Ие Аланхохот – это тот, который сам создает Аланхо, сам импровизирует и сам это исполняет. Таких людей действительно вот в наше время осталось совсем мало. Самая главная мечта и идея – не только сохранить память о удивительно талантливом сыне Якутии Алекминского района, но и передать это молодежи. Он свою жизнь создал, исполнял Аланхо, чтобы передал свое знание молодежи. Он всегда стремился, чтобы все молодежи узнали свой национальный эпос Аланхо. Музей хотели открыть в апреле 2020 года, но события внесли свои изменения. Мечтаем открыть в апреле, ко дню рождения Афанасия Егоровича, делится невестка. Несомненно, это место, этот музей должен стать одним из посещаемых мест во время эссэха Аланхо в Алекминске, уверена Мария Ларионова. Это создано для потомков, для будущего поколения. Действительно, сюда будут приходить дети, здесь будут проходить уроки именно этой культуры. Поэтому здесь вот его рукописи – это очень уникальный материал. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Прокуратура Амгинского района совместно с Управлением спорта и образования в целях пропаганды здорового образа жизни провела онлайн-соревнования среди школьников. Согласно положению, участники должны были направить по WhatsApp электронной почте свои упражнения. Количество и качество оценивало жюри. Всего приняли участие 72 учащихся из 9 школ района по 2 возрастным группам. Лучшие результаты показали ученики Амгинской школы номер 1. Была проведена в целях популяризации и
развития физической культуры и спорта, да, и в рамках реализации Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне». Вот. И в этом мероприятии приняло участие 72 ученика. Якутский боксер Василий Егоров вышел в финал чемпионата России. В полуфинале наш спортсмен выиграл у чемпиона Москвы Артура Нагопетяна. Напомним, что на соревнованиях выступили 10 якутских боксеров, однако 9 из них потерпели поражение, 3 из них в четвертьфинале. Василий Егоров – единственный оставшийся на турнире из якутян и продолжающий борьбу за золото. Чемпионаты первенства России по кикбоксингу впервые пройдут в Якутске. Сегодня глава Якутии Айсан Николаев подписал распоряжение о проведении этих соревнований с 1 по 7 апреля будущего года. Сборная Якутии активно готовится к старту большого турнира. Подробности у Юрия Осипова. В свои 17 Егор далеко не новичок в кикбоксинге. Он победитель и призер многих региональных и всероссийских соревнований. Но пандемия сказалась на всех, и последний раз он выходил на ринг еще в начале этого года. Сложно тренироваться во время пандемии. У нас там все залы закрыты, там мы самостоятельно тренировались, бегали кросс. Некоторые самостоятельно, некоторые с друзьями. Мы очень рады за то, что нас пригласили на эти тренировки. Мы очень ждем чемпионат России. Во время действия ограничительных мер, связанных с коронавирусом, спортсмены занимались самостоятельно, и только сейчас у них появилась возможность начать полноценный тренировочный процесс. Собираем сборную для того, чтобы определить команду сборной юношеской и юниорской. В данный момент приехали ребята из разных улусов. Должны провести контрольные бои, то есть отбор. Мы отберем ребят и их по отбору возьмем команду первую и вторую. Сейчас стартовал только первый этап подготовки спортсменов. Второй начнется уже в начале января следующего года. Финальным этапом отбора и подготовки спортсменов станут чемпионаты и первенства Дальнего Востока, которые пройдут в Якутске и Чите. Чемпионат Дальнего Востока у нас традиционно проходит в начале февраля. Память Александра Иванова. Наш чемпионат. Вот. Мы там будем. Это будет у нас как подготовительный этап, как генеральная репетиция перед чемпионатом России. Впереди большой путь подготовки, но якутским спортсменам необходимо преодолеть его за короткий срок и вернуться в форму, чтобы достойно выступить после вынужденного большого перерыва. Юрий Осипов, Семен Семенов, Якутск. Таковы новости к этому часу. Увидимся в 20:00 на итогах дня.